Гильфанов Хайдар Маслахетдинович, постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области. В целом, это орган государственной власти Татарстана, хотя территориально мы находимся вот в центре Екатеринбурга. Хороший старинный особняк у нас, 613 квадратных метров. Это буквально там километр от мэрии Екатеринбурга и 500 метров от дома правительства. То есть это самые нужные места умели татары выбирать. Или уж там потом власть выбирала, может, ближе к татарам. То есть это, можно сказать, такой татарский уголок Екатеринбурга. Есть даже такой проект, который разрабатывается, «Татарская слобода». Оно связано в основном с жизнью татарских купцов Агафуровых. Это были купцы такой первой гильдии, то есть в то время в царской России, чтобы быть купцом первой гильдии, это считалось очень престижным, и то есть человек имел право торговать за рубежом. То есть вот средний сын, который хозяин этого дома, Зайнетдин Бабай Агафуров, он был купцом первой гильдии и вообще единственным и первым татарином, мусульманином, депутатом городской думы в Екатеринбурге. А вообще род у них начинался с Лаишевского уезда, района современного Татарстана. Отец у них служил, тогда было так, вместо сына Бая он отслужил там 15 лет, если память не изменяет, за деньги. И дослужился до унтер-офицера, обычный крестьянский парень. То есть, скорее всего, он был очень смышленый, умел все это быстро схватывать. И вот потом здесь уже у него трое сыновей, они создали вот этот торговый дом братья Агафуровы. Изначально они были Гафуровы. Откуда появилась буква А, мы не знаем. Ну, скорее всего, какой-нибудь писарь ошибся, русский. И вот династия Агафуровых. Она вот знаменита именно своей жизнью, то есть именно как базовая основа дореволюционной татарской жизни Екатеринбурга. Вот таких домов у них было около 10 вот в этом пятачке. И приказчики тут. То есть я почему подробно останавливаюсь именно на Агафуровых, потому что мы считаем, что мы пытаемся продолжать их наследие, их жизнь. Алидинова Динария Идрисовна, консультант постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области. В 2015 году при постоянном представительстве Республики Татарстан был открыт Институт Каюма Насри Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая. Но до этого мы уже преподавали, я работаю еще и преподавателем татарского языка и литературы, обучаю с начального уровня. То есть сюда приходят не только знающие, говорящие, но совершенно не разговаривающие на татарском языке люди. Возраст не ограничен, приходят с 15 до 80-летние были у нас в возрасте. За годы обучения порядка 350 где-то человек уже ходили на эти занятия. То есть занятия проходят у нас по выходным дням. Занятия посещают не только татары, но и другой национальности, потому что в городе очень много семьи, смешанные семьи. У кого-то муж татарин, русский, у кого-то жена русская, муж татарин. Чтобы знать культуру татарского народа, особенно привлекает мелодия, татарские мелодии людей других национальностей. Вот с этим познать историю татар и общаться со своей семьей на родном языке, они приходят на наши занятия. То есть татары тут не такие какие-то пришлые, да? Они очень крепко были увязаны с историей Екатеринбурга, хотя это был очень такой русский город.
Скорее всего, это вызвано тем, что вообще Екатеринбург был 300 лет назад создан именно как крепость, отражающая набеги башкирских кочевников, сибирских татар. Это завод, город-завод. И до буквально 18 века татары тут не могли поселиться. Ну, в общем, мусульмане. Потом уже какие-то послабления пошли, и вот они оказались здесь. А в целом татарская жизнь Екатеринбурга, вообще Урала, она, я бы сказал, ну, на хорошем таком, пусть и не бурлит, но ближе к такому бурлению. То есть тут и молодежный поток появился недавно, вот где-то лет 5 назад. То есть люди начали интересоваться на самом деле своими корнями, и это очень похвально. То есть две молодежные организации, мы с ними сотрудничаем. В целом, если статистика, она такая, что 143 тысячи татар в Свердловской области проживает, из них около 50 тысяч в Екатеринбурге. Есть, собственно, уральские татары, очень много татар с северо-востока Башкортостана, то есть в советское время, когда переехали за счастьем. Есть татарстанские татары, они в основном север Свердловской области, это или шахты золотодобычи, цветных металлов, или угольные шахты, или медное производство. То есть очень тяжелые условия труда. И вот в советское время они по оргнабору, так называемому, целыми там кланами переезжали сюда за поиском счастья, потому что из деревни вырваться до 1965 года практически не было возможности. То есть паспортов не давали. А это была единственная возможность такая. Или там после армии оставаться, или на учебу. Вот 3 варианта. Со своей стороны Татарстан в лице представительства оказывает посильную помощь татарскому движению. То есть это и различные учебные пособия, и семинары бесплатные, и организаторы сабантуев. А так у нас в Свердловской области ежегодно где-то 40 праздников сабантуй проходит. То есть Татарстан и в этом помогает. То есть мы где-то 6-7 творческих групп каждый год здесь принимаем из Татарстана. И они реально делают культурную программу этих сабантуев. В этом году у нас первый раз выдавали сертификаты Казанского федерального университета для продолжающей и начинающей группы. Порядка 15 человек в этом году получили такие сертификаты, то, что они обучались на данных курсах. Я занимаюсь в этой институте по методике Хабировны Шаяхметовой. Она доцент, работает в Казанском федеральном университете. Ее методика понятна, то есть при обучении мы используем универсальные слова для того, чтобы понять, как образуются татарские слова. Поэтому легче воспринимается слушателями и воспринимается, запоминается. То есть в начальном этапе, первом этапе, начинающем этапе мы уже к концу обучения можем рассказать о себе, провести экскурсию по городу. Брендом уральских татар можно еще назвать конкурс песни и музыки Урал-Сандугачы. Он уже проходит там около 15 лет. И этот же конкурс, он является отборочным конкурсом международного конкурса «Татар-Мама». 4-й год уже проводим единственный в России конкурс «Шумоваз», это татарские танцы. Как мы на удивление обнаружили, что вот такого хорошего, такого
на хорошем уровне конкурса именно исполнителей татарских танцев, оказывается, в России нету. И мы как-то вот пытаемся его превратить уже в такой всероссийский, а может даже международный такой уровень. Это с участием и художественного руководителя госансамбля песни и танца Татарстана, и Уральского государственного народного хора. То есть это такие маститые знатоки народных танцев всегда в жюри. И нам очень приятно, что где-то 10-11 субъектов Российской Федерации принимают участие. На Урал-Санду вообще тоже не менее 10 у нас субъектов Российской Федерации принимают участие. Это в основном Урал, Сибирь и Поволжье тоже есть. То есть татарская жизнь, она течет, инфраструктура для этого тоже имеется. Только зарегистрированных татарских общественных организаций более 10. Из них я уже сказал, что 2 организации – это молодежные организации, это в основном студенты. 42 татарских сел имеется в Свердловской области, 100%, а со смешанным там 52 села где-то. Это вот, собственно, уральские татары, у них интересная одежда, интересный говор, то есть их можно как-то отличить, то есть у них свой такой бренд, да, свое как бы значимость имеется, то есть они отделяются немножко в говоре, в одежде от казанских татар, и даже блюда немножко отличаются. Что касается школ, слава богу, в 18 общеобразовательных школах татарский язык преподается. В большинстве случаев это как предмет преподается. Где-то 2-3 школы как факультатив. Мы постоянно в контакте с Министерством образования Свердловской области. Но жизнь, к сожалению, расставляет свои как-то точки. Оптимизация, она идет. То есть, к большому сожалению, количество детей с каждым годом уменьшается. Есть школы, где всего там 15 детей, то есть, или 10 детей. Это даже иногда педагогов больше, чем самих учеников. Но, тем не менее, мы пытаемся их сохранить, хотя бы в начальные классы. Потому что чем это чревато? Это тем чревато, что их присоединяют в основном к крупным русским селам. Урал татарлары үләргә җыенмыйлар. Мәскәү татарларына күп сәлам тапшырабыз. Гомумән дөнья татарларына. Без монда, шуңа күрә нидер сорауларыгыз булса, нидер үтенечләрегез булса, килегез, ярдәм итәргә тырышырбыз. Без бер-беребезгә ярдәм итеп, шулай итеп алга таба яшәргә тиеш. Поэтому добро пожаловать, как говорят, в 3-ю столицу России, хотя Казань с этим спорит, но екатеринбуржцы тоже спорят, но пусть спорят. Тем не менее, Екатеринбург тоже развивается, становится таким современным евразийским городом. Это на самом деле географически правильно, потому что здесь вот именно Урал является границей Европы и Азии. Здесь даже есть такие стеллы. Так что, если хотите увидеть границу Европы и Азии, приезжайте в Екатеринбург на Средний Урал. Мы вас ждем.